Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Сегодня исполняется 100 дней деятельности в должности исполняющего обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Евгения Перфильева. И сегодня Евгений Андреевич – гость нашей студии. Евгений Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие промежуточные итоги своей деятельности в должности исполняющего обязанности министра вы бы хотели подвести? Ну, в первую очередь, наверное, конечно же, наша подготовка к текущему пожароопасному сезону. Это одна из актуальных тем на повестке нашего министерства. На сегодня мы в первую очередь увеличиваем штатную численность наших лесопожарных формирований. У нас есть два подведомственных учреждения. Это ГАО «Якутлесресурс» и государственное бюджетное учреждение «Якутская база авиационной охраны лесов». Так вот, мы пытаемся в этом году довести численность данных лесопожарных формирований до нормативной. Если в прошлом году у нас наземное формирование составляли вообще реально 92 человека, постоянный штат, это по Якутлесресурсу, а по авиалесохране 221 человек, то в этом году мы увеличиваем авиалесохрану на 184 человека, Якутлесресурс на 371 человек. Ну, это считаем серьезное, существенное увеличение штатной численности профессиональных именно пожарных, не говоря, как говорится, многие считают и мобилизованных, и добровольцев пожарными. Это профессионалы. Это те люди, которые прошли подготовку. По авиалесохране люди проходят теоретическую подготовку, потом проходят практическую подготовку, спускаются с вышек, с вертолета по спусковым устройствам, прыгают с парашюта. Ну, это наша элита, наша парашютно-десантная пожарная служба, которых в этом году у нас будет, мы надеемся, к сезону 555 человек. А наземные службы у нас будут именно те, кто борется с лесными пожарами на земле, 564 человека. Ну, благодаря совместной работе с правительством и Российской Федерации, и нашего правительства, главы нашей республики, нам удалось на начальном этапе увеличить финансирование более чем в 5 раз. Ну, еще повторюсь, на начальном этапе, в начале года, так скажем, стартовые позиции у нас в этом году в 5 раз лучше, чем в прошлом году. Поэтому считаю, что к этому лету мы будем готовы в 5 раз лучше. Набор людей уже идет, тренировки идут, люди прыгают с парашюта, спускаются с вертолета. Теоретическая подготовка идет, сдают нормативы, медосмотры проходят, вакцинируются от энцефалитного клеща, который в последнее время у нас появился. Ну, готовимся в этой части. Также мы открываем в этом году 3 новых авиаотделения. Это Верхнеколымский район, Зырянка, Амиконский район, Тамтор и Тампонский район, поселок Хандыга пока. Потом, наверное, в Теплый Ключ перейдем. И наше Ленское авиаотделение, вот юго-западная Якутия, где у нас как раз леса имеют и деловую ценность, увеличиваем 2 раза. Также вот у нас площадь лесного фонда, допустим, составляет 255 практически миллионов гектар. 255 миллионов гектар. Представляете, республика 310 миллионов гектар, а тут площадь лесного фонда, которую мы охраняем, как многие считают. Но на самом деле мы охраняемая территория 1/5. До моего прихода мы охраняли около 32 миллионов гектар, то сейчас эта цифра уже равняется около 50 миллионов гектар. Ну, 1/5 лесного фонда мы будем охранять в этом году. Мы считаем, что это серьезное достижение для министерства, прорыв даже в какой-то части. Ну, надеемся, к сезону мы будем уже готовы. Отработали и с муниципалами в этой части, сводный комплексный план подготовили. И готовимся к пожароопасному сезону. Реализации национальных проектов уделяется особое внимание. Расскажите, какая работа проведена по региональным проектам «Чистая страна» и «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология». В основном это закупка техники для, опять же скажу, наших лесопожарных формирований. В этом году также мы дошли до нормативной численности, которую установило правительство Российской Федерации. Ну, это около 900 единиц техники лесопожарной, именно лесопожарной техники. Это трактора, КАМАЗы, вахтовки, автоцистерны, квадроциклы, лодки, моторы. И в этом году в рамках нацпроекта у нас планировалось также потратить около 16 миллионов рублей. Но вот ситуация сложная в стране, санкции, все дорожает. Мы сейчас в процессе заключили уже контракт на закупку 2 автоцистерн. Это вот для наших наземных служб Якутлесресурса. И 3 лодок моторных. Также у нас есть же республика очень большая, дороги не везде есть, поэтому местами добираемся к месту пожара на лодках. Также по линии Минвосток развития нам еще должны 3 Урала в этом году приобрести. Также частично еще по нацпроекту восстановления лесов, сохранения лесов, мы занимаемся лесовосстановлением. Но большая часть, конечно, это не то, что многие думают, что садим саженцы или семенами лес высаживаем. У нас в республике такая особенность, наверное. У нас очень сильно естественное лесовосстановление. Лес у нас очень хорошо восстанавливается.
И когда многие считают, что в прошлом году там 7,8 миллионов гектар сгорело, ну, на самом деле это не так. Пройдено огнем площади 7,8 миллионов гектар. Ну, грубо говоря, около 8 миллионов гектар земель лесного фонда, наверное, акцентирую, где пройдено огнем. Но не значит, что весь лес сгорел. Так как в основном горит при низовом пожаре, да, беглом особенно, сгорает лесная подстилка. Деревья большей части остаются живые, они не погибают. Ну, конечно, там, где вот 10% случаев были переходы на верховой пожар и высокая интенсивность, там, конечно, лес погибает. И вот на этих участках мы делаем содействие естественному лесовосстановлению. Ну, специальная техника. Где-то рыхлим почву, где-то убираем завалы, если деревья вот упавшие. В этом году также вот до сентября у нас там целевые показатели 13,6 миллиона рублей должны освоить по содействию лесовосстановлению. С приходом весны многие жители прибрежных населенных пунктов в ожидании паводка. Какая подготовительная работа ведется, какие прогнозы по нынешнему паводку? Ну, практически с начала марта начались подготовка к этому паводкоопасному периоду. У нас в 9 районах на 4 наших реках, это Амга, Алдан, Нюя, Тока, готовим превентивное мероприятие, это ослабление прочности льда. Реки на сегодняшний день уже полосы, где будет ослабление, расчищены спецтехникой, трактора прошли, очистили от снега, торосов, и сейчас уже где-то начинается засыпка песком, чтобы быстрее происходила оттайка льда. И получается, это мероприятие направлено на ослабление прочности льда, чтобы не было, как раз делаем в тех местах, где возникают заторы. У нас же наводнение возникает не от того, что много снега, там много воды, а от того, что затороопасное явление на наших реках наблюдается. И как раз вот мы в затороопасных местах проводим эти превентивные мероприятия, так называемые, по ослаблению прочности льда. И исключаем такой фактор, как вот затор и возникшее вследствие этого резкое повышение воды и наводнение. По федеральным рекам это уже проводит Ленрегион Водхоз, ну, федеральная компания. Мы работаем в наших республиканских реках, еще раз скажу, вот на 4 реках в 9 районах республики. До 15 апреля все эти работы будут завершены, уже начнутся процедуры приемки. Ну, а так ситуация на реках на сегодня критической нету. Снега где-то в пределах нормы, где-то отклонение там 10-20% ниже нормы. Ну, большой снег где-то есть, но он не скажется сильно на паводок. Ну, ожидаем, конечно, что будут где-то паводки опасные. Дойдем до опасных отметок. Ну, пока официальных прогнозов от моего бывшего места работы нету, от Гидромет управления Якутского. Еще рано пока, это в апреле будет прогноз. Поэтому о точных прогнозах говорить пока еще преждевременно. Ну, мы все равно считаем, что паводок пройдет нормально. Давайте вернемся к лесным пожарам в Якутии. Какими мерами можно снизить количество пожаров? Ну, в первую очередь, конечно же, хочется сказать, чтобы повысить ответственность населения. У нас очень распространено такое явление, как сельхозпал. Когда люди считают, что делают благо для своих сельхозугодий и поджигают. Поджигают, и пожары заходят в лес, на земли лесного фонда, и горят леса. Потом мы таких людей находим, привлекаем к ответственности, ну, и через суд уже взимаем ущерб. А цены за ущерб, причиненный лесным насаждением, очень и очень дорогие. Поэтому хочу призвать население отойти от такой традиции, наверное, даже не то что привычки. Традиция, это у нас действительно традиция. Делать сельхозвыжигание. С 2015 года у нас на уровне Российской Федерации все сельхозпалы запрещены. Поэтому мы сейчас занимаемся экопросвещением, выставляем аншлаги информационные и на дорогах, вокруг населенных пунктов. Наша пресс-служба работает в этом направлении. Уже начали работать о запрете сельхозпалов. Также, когда люди выходят, весной снег тает на первые шашлыки, тоже аккуратнее нужно быть. Ну и, конечно же, сезон охоты, когда открывается, тоже возникает часть пожаров. Говоря вот о сезоне охоты, не будет ли запрета в связи с эпидемиологической обстановкой? Пока нет такого. Пока мы подготовили уже проект указа главы республики о том, что охота будет открыта. Ну, имеем в виду, если на водоплавающую дичь, правильно, на весеннюю, да. И на боровую пока охота будет. Напоследок поделитесь, пожалуйста, планами на нынешний год. Ну, в первую очередь, я говорю, у нас стоит основная задача, которую поставила глава, это борьба с лесными пожарами. На сегодня это задача номер 1. Хотя у нас есть и послание главы республики, когда он Государственному собранию делал 15 декабря прошлого года, да? Там есть и лесоразведение, лесовосстановление, лесовозобновление. И
карбоновые полигоны, чтобы республика вышла на углеродную нейтральность. Но если мы будем гореть так же, как в прошлые годы, то о какой углеродной нейтральности можно говорить? Потому что во время лесных пожаров столько углерода, углекислого газа выделяется в атмосферу, что наши меры по углеродной нейтральности сойдут на нет. Поэтому номер один – это борьба с пожарами. Также мы работаем во всех направлениях. По организации рыболовства у нас идут программы. Мы организовываем рыболовные участки для промышленного рыболовства, для коренных малочисленных народов севера тоже рыболовство, для ведения традиционного рыболовства и любительское рыболовство. По рекам республики уже очень много таких участков становится. У нас же, как в правилах рыболовства Восточной Сибири, только нам, можно так сказать, разрешено рыбачить сетями на определенных участках, без лицензии, по сути, без ничего. Так же, как если везде разрешено рыбачить такими, как удочкой, спиннинг, да, такие крючковые орудия ловли, то у нас в республике разрешено рыбачить и сетями. В пределах квот, не квот даже, а нормативов, которые установлены также этими правилами. По охоте у нас, в прошлом году основные изменения произошли, что касательно по водоплавающей, по дикому северному оленю, это сейчас обкатывается. У нас выдача лицензий, да, на лимитируемые виды охотничьих видов животных. Если 100% квот взять, мы на 3 части делим. Одна часть выдавалась на основе республиканской очереди, жеребьевки, да? Другая часть на районной жеребьевке. И третья часть – это люди, которые занимаются добычей волка и биотехническими мероприятиями производят. Вот сейчас недавно мы приняли решение, что люди, участвующие в лесных пожарах, тоже будут за каждый день на тушении будут получать 1 балл. А это на самом деле существенно. Если человек, добывший волка, получает 40-50 баллов, да, и по сути он уже является основным претендентом на лицензию на лося или косулю, то участники лесных пожаров, это будет, я думаю, после профессиональных волчатников, люди под 2 номером получать лицензии. Тоже определенная мотивация будет. Также мы сейчас разрабатываем такой интересный у нас проект. Есть у нас эндемичный вид такой, Хараулахский баран. Это Булунский район, Хараулахский хребет. Там мы с привлечением бизнеса уже проводим определенные научные исследовательские работы. Планируем там создать особо охраняемую природную территорию республиканского формата, так скажем, ресурсный резерват, где будет разрешено традиционное природопользование. И считаем, что за счет использования этого вида ресурса, который, в принципе, как охотничий вид у нас не запрещен. Многие считают, что бараны запрещены к охоте, он не запрещен. Лицензии выдавались. Но как-то мы поднимем и социально-экономическое развитие Булунского района, и статус республики выведем на новый вид. Дирекция биологических ресурсов у нас есть подведомственное учреждение, которое является, как по сути, оператором, тем, кто особо охраняемые природные территории у нас обслуживает. Да? У нас территория республики, вы же представляете, 38,7% это 1 миллион 100 тысяч квадратных километров. Это территория особо охраняемой природной территории. И мы шли до того, что площадь увеличиваем уже чуть не до половины, да? Шли количественным путем, а сейчас мы будем идти качественным путем, чтобы развивать наши особо охраняемые территории, привлекать туда бизнес, вовлекать туризм, чтобы на этих территориях развивался, чтобы мы не просто их говорили, что эта земля охраняется, а в итоге у нас ни ресурсов нету, ни денег, ни людей, чтобы охранять, ни возможностей. Потому что эти территории бывают очень в отдаленных местах находятся. Евгений Андреевич, спасибо за беседу. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.